Международные армейские игры 2020 стартовали 23 августа и завершатся 5 сентября. 2 недели вместят в себя сотни этапов 30 видов военно-технических соревнований. Свой профессионализм продемонстрируют тысячи лучших военных специалистов из 32 стран мира. Танкисты, летчики, подводники и даже армейские повара соревнуются в мастерстве. В этом году мероприятие проходит на территории 5 государств – России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана. Соревнования между боевыми подразделениями из разных стран можно сравнить с Олимпиадой, только военной. Стартовали игры в 2015 году. С тех пор количество дисциплин только увеличивается. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии впервые стали участниками этого масштабного военного мероприятия. Они подали заявки сразу в несколько конкурсов: танковый биатлон, мастер-оружейник, полевая кухня, аварийный район, а также представят Абхазию в фестивале национальных культур. Делегация из Абхазии, возглавляемая министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа, приняла участие в официальной церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2020». В ее составе заместитель министра Надар Авицба, исполнительный директор Международного культурно-делового центра Абхазии Олег Лакоба. Республика Абхазия. После торжественного события состоялась рабочая встреча министров обороны Абхазии и России. Владимир Ануа вручил Сергею Шойгу орден мужества Абхазии. Указом президента Аслана Абжания высокой награды министр обороны России удостоен за оказание помощи жителям блокадного города Тхуарчал в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Министр Шойгу ويدار خطص دوب عزحن عبخر قلن زحن حواجل زحن عبسات قل زحن حار زحن هاي بلر دار بشزني خان يتنشز بس على هاي بلر رعن. В этом году наряду с военными из Абхазии впервые в международных армейских играх принимает участие юго-осетинская команда. Делегацию Республики Южная Осетия на военном форуме возглавил министр обороны гвардии генерал-лейтенант Ибрагим Гасеев. Мы находимся на форуме «Армия-2020» и международных армейских играх вместе с нашими братьями абхазами. Рядом со мной присутствует министр обороны Республики Абхазия Владимир Иванович Ануа, мой близкий друг, товарищ. Наши команды участвуют в этих соревнованиях, международных армейских играх. Это танковый биатлон. Я считаю, что мы покажем хороший результат, получим братские, теплые отношения с другими странами. Благодарим российскую сторону, что предоставили нам возможность сегодня участвовать на этих играх международных. Это очень дорогого стоит на самом деле. И благодарим российскую сторону за то внимание, которое было оказано нашим государством. Большинство соревнований армейских игр, включая суперпопулярный танковый биатлон, пройдут в России. На территории Армении состоится конкурс военно-профессионального мастерства «Воин мира». В Азербайджане запланировано состязание экипажей надводных кораблей «Кубок моря». В Беларуси будут организованы соревнования подразделений спецназа «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж». В Узбекистане в формате конкурса «Дорожный патруль» встретятся лучшие специалисты военной автоинспекции разных стран. Наиболее зрелищным состязанием армейских международных игр по праву считается танковый биатлон. В этом году в нем приняли участие 16 государств. По результатам прошлых состязаний сборные разделены на 2 дивизиона. 8 крупных военных держав в первом и новички во втором. Это Вьетнам, Катар, Лаос, Мьянма, Конго, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Отправляется на трассу конкурса «Танковый биатлон» 2020 года сборная Абхазии. Пожелаем удачи нашим ближайшим соседям, нашим друзьям и братьям выступить достойно в этом конкурсе. Суть соревнований заключается в преодолении дистанции с поражением различных целей за минимальное время. В этом году экипажи многотонных боевых машин также соревновались в ловкости, стратегии и точности. Полигон Алабино на время превратился в настоящее поле боя с различными препятствиями для танков, включая рвы с водой и песочные насыпи. Весь чемпионат состоит из нескольких раундов, среди которых индивидуальная
гонка, в ней участвуют все команды, полуфинал 12 команд и финальная эстафета 4 команды. Задача продемонстрировать точность поражения мишеней из танковых вооружений, в том числе на ходу, и прийти к финишу быстрее остальных. Танкисты из Абхазии приняли участие только в индивидуальной гонке. Военные ликвидировали 3 цели из 5, показав лучший результат в своем заезде. Кроме того, абхазская команда обошла соперников и в скорости. Попадает хорошо Абхазия. Блестящая работа наводчика-оператора. Можно отправляться к финишу. Сборная Абхазии, первый экипаж. Друзья, мы встречаем гром аплодисментов и оваций. Есть. Давайте посмотрим время. Прекрасное. 32 минуты 8 секунд. Это впервые участвующая команда. Молодцы! Скандируют трибуны. Из командного пункта за соревнованиями наблюдал министр обороны Абхазии, министр обороны Южной Осетии и начальники штабов оборонных ведомств 2 республик. По признанию маститых военных, попадание в мишени, установленные на расстоянии 1700 метров, требует особой подготовки и мастерства. Абхазские танкисты справились с поставленной задачей хорошо. Кроме того, они стали единственными поразившими цель в стрельбе из пулемета, установленного на башне танка. حوزي بش حران شت حموب أن في حيث تارجل بشذا هو بشذا حيث تارجلك بشذا عبسورة أمري يتحول زرق خبيخي برس حبراق بشذاك كشكشو أبخ جلرا خمس أبخ حبسات جل بسنراح يخير حوز ويعزون دار يختصوا دود زني حبخزود يرجعوا بيشوا وإذا أنا رخ نونك زي ما زاد حبسات جل الزهن وسيم بسوا بشيني جبويك اللي هنروح نتكرر خاكو خلا قلو يخلا خو На трибунах полигона Алабино самая многочисленная группа поддержки была у команды из Абхазии. С первых минут заезда они то и дело вскакивали со своих мест, размахивая флагами. Поддержка была мощная. Что происходило на трассе, можно было понять и без реплик комментатора соревнований, по эмоциям зрителей.